Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. Гость в нашей студии сегодня наш коллега, корреспондент службы новостей телеканала БСТ, человек, который много раз побывал в служебных командировках в зоне СВО. Азат Садреев. Приветствуем. Здравствуйте. Азат, вот скажи, сколько было командировок все-таки в зону СВО? Ну, так-то не считал, но 7-8 точно было, потому что мы начали ездить уже с самого начала СВО, с марта 22 года, получается, когда и первые поездки главы Башкортостана Ради Фаридовича туда были, в Донецкую Народную Республику, сопровождали его, и гуманитарные грузы, когда начали первые отправлять, то есть мы каждую колонну сопровождали, и с этого все началось, до того, как наши первые батальоны зашли туда, как мобилизованные из Башкирии, начали туда прибывать, снимали такую гуманитарную миссию. Азат, ты у нас являешься так называемым журналистом пула, да? Поясню для наших телезрителей. Журналисты пула – это журналисты, которые освещают деятельность главы республики, правительства Башкортостана. Вот что побудило тебя при таком важном, ответственном направлении работы все-таки оставить все и поехать снимать материалы в зону СВО? Журналист, он должен все видеть своими глазами. О том, что творилось в первые дни СВО, я смотрел по телевидению, по федеральным каналам, в телеграм-каналах читал, но именно увидеть самому, побывать там на месте событий, это было для меня важно. Поэтому решился на этот шаг. Хорошо, что спасибо жене моей, то, что поддержала сначала тоже, конечно, переживал, не хотел отпускать, до сих пор переживать, не хочет отпускать, но все-таки вошла в положение, понимает, что это для меня важно, это часть моей работы, часть моей жизни, и первый раз поехал, и все это затянул, и продолжаются эти поездки. Но в первую очередь ты сказал, что сначала было важно самому оказаться там и посмотреть. А вот сейчас, спустя уже 7-8 командировок, как ты говоришь, мотивы ехать, возвращаться туда вновь, когда ты уже все это видел и знаешь? Именно там я понял действительно, что такое боевое братство, потому что среди военнослужащих очень много друзей, очень много боевых товарищей, скажем тогда, с которыми мы и на передовые позиции выезжали, чтобы снять репортаж, чтобы посмотреть, как они выполняют свои боевые задачи. Азат, все-таки когда первый раз поехал на СВО, как съемочную группу приняли бойцы? Бойцы, когда начали заходить, получается, мы тоже уже приехали туда, и когда первый раз попали на позиции, они, такие смотрят, опа, машина приехала гражданская, смотрят, 102-й регион, говорит, с Башкирии, что ли, Башкирия, такие, да, смотрят, лицо знакомое, у тебя что-то такое, такой. Где-то мы тебя видели. Да, я говорю, Азат Садреев, БСТ. Они такие, а как, говорит, сюда приехал? Причем это была отдаленная такая территория, скажем так. Это был не самый передовой, тыловой район, но тем не менее это в зоне специальной военной операции был. И они когда увидели нас, они такие, ничего себе, вы как приехали? Говорят, а зачем? Что здесь делаете вообще? С ребятами так по-братски обнялись, они передали приветы своим родным через наш телеканал. В принципе, это тоже одна из основных целей наших поездок, чтобы увидеть не только военный быт наших военнослужащих, да, но чтобы они смогли передать привет своим родным, потому что у нас больше возможностей, допустим, относительно оперативно выдать материал, потому что день в день там редко получается, потому что расстояния большие, Артур, сам знаешь. И проблемы со связью. Да, проблемы со связью. И мы когда выезжали уже в тыловой район, где есть связь уже устойчивая, то есть, получается, монтировали материал, отправляли. В первое время ребята, они неделями могли без связи быть, получается, месяцами, то есть родственники не знали. А потом, когда обратная связь пошла уже от родственников, когда мне начали писать, звонить, мы видели своих родных, брата видели, дядю, отца встретили, в эфире вашего видели, да. Даже если они допустим, всех же тоже не запишешь, да, хронометраж сюжета ограничен, тем не менее, они в кадр попадают, мы такие, мы, говорит, увидели отца, говорит, он ходит живой, говорит, спасибо, говорит. То есть такая отдача от зрителя, да, она это один из смыслов наших поездок тоже. Азат, один из первых специальных репортажей, который ты снял в зоне СВО, назывался «Дорога жизни», и он был снят в лагере для беженцев. Тогда как раз шла битва за Мариуполь, и это было в 2022 году. Давайте сейчас посмотрим фрагмент этого видео. Мы из Уфы, журналисты. Хотели спросить, как у вас дела, как самочувствие, с кем приехали. Мне сказали, что здесь это дети... Сироты. Сироты, да? У нас детский дом семейного типа и приемная семья. У нас тут 14 детей и 4 взрослых. Мы очень довольны, мы очень рады и счастливы, что нас приняли. Мы хоть душой и сердцем отдохнем здесь, потому что нас разбомбили. Вчера попал снаряд, у нас там полдома снесло, у нас такая трагедия большая. Дети вздрагивают, боятся. И лишь сейчас они немного успокоились. Самое страшное осталось позади. Азат, хорошо помнишь этот день? Этот день, наверное, никогда не забудется, потому что, когда мы приехали, село Безыменное это было,
буквально там порядка 10, наверное, 12 километров от Мариуполя. И когда приехали туда, мы вообще-то туда попали случайно. Мы сейчас изначально ехали в Мариуполь, но дальше нас уже не пропустили, потому что блокпосты стоят, там, говорит, боевые действия, говорит, гражданское запрещено. И как раз там вот народ что-то копошился, то есть сюда, смотрим, разворачивают эти огромные палатки МЧСовцы. Ну, мы подошли, спросили, вот они говорят, здесь говорит, открывается сегодня лагерь для беженцев, тех, кто все-таки сумел выйти из города по коридорам, которые вот наши военнослужащие организовали, такие относительно безопасные коридоры. Ну, поработали там целый день, пообщались с жителями, как раз и вот когда уже перед выездом шли уже на выход, и нас сопровождающий нас сотрудник МЧС говорит, а вот здесь, говорит, у нас вот эвакуированные, говорит, это детский дом семейного типа был. Мы, говорит, их смогли вывести, вот они здесь, если хотите пообщаться, вот зашли с ними, вот пообщались, там вот эта встреча произошла. На самом деле, это очень трогательная встреча была. Вот там вот мальчик, вот этот, годик, наверное, он был там, когда он подошел, там, за коленку меня обнял, я прям там, Чуть не расплакался. чуть не расплакался, потому что все равно, как бы, и сам отец, и все вот эти чувства как бы так нахлынули, и послушал их истории, которые вот они там, что им пришлось пережить. Это довольно-таки сложная съемка была, она была очень сложная с эмоциональной точки зрения, и, никогда, наверное, не смогу забыть этого дня, проведенного там в этом лагере. Азат, ты тогда говорил, что вот именно с этим репортажем связаны одни из самых тяжелых воспоминаний, да, из зоны СВО. Вот сейчас, спустя почти 2 года, по-прежнему так считаешь? Или вот еще было что-то такое, что вот... Еще то, что так в память врезалось, можно сказать, да, это, конечно же, вот боевые действия, когда мы снимали с участием наших батальонов, да, полка Башкортостан. Если вот, скажем, в прошлом году еще относительно более-менее, так скажем, более-менее, насколько это возможно, было безопасно, да, то сейчас вот настолько много вооружений прямо вот Запад накачали, да, вот в ВСУ, и практически каждую съемку, вот, допустим, на Краснолиманском направлении, под Кременной, да, почти каждую съемку у нас сопровождалась, попадали под обстрелы. То есть там кассетные боеприпасы летели, артиллерия, танки, короче, все, что можно. И вот даже вот в крайнюю командировку, когда мы ездили, вот в январе этого года, январь-февраль мы там работали с танковым батальоном нашего полка Башкортостан, и просто по нам прицельно бил украинский танк с расстояния 3 километров. Видимо, там птички спалили нас. И, нам повезло, что они с непрогретыми стволами начали стрелять. И получается, где-то сначала в 300 метрах, в 200 метрах от нас снаряд лег. А потом вот военнослужащий, который нас сопровождал, он говорит, ребята, они стволы прогрели. Сейчас, говорит, точнее начнут бить, лучше, говорит, отойдите на всякий случай. Едва мы отошли с оператором, с Вадимом, за танк отбежали, там метров за 150. Именно там, где мы сидели, туда прилетел снаряд. Это вот первый прилет, когда с чем Нет, столкнулась? не первый, зачем? А расскажите вот про первый прилет, когда столкнулась именно съемочная группа. Первый прилет это был 22-й год под Белогоровкой. Мы там были в гостях, кстати, со священнослужителями нашими, с Хамзой Хазратом, с отцом Виктором, приезжали в одну из рот батальона Достовалова. И как раз когда шли к ним на позиции, там была такая открытая местность, надо было метров 300 пробежать, получается, до лесопосадки, до блиндажей. А у нас было человек 7-8, наверное, вместе с сопровождающими. А боевые действия, там буквально вот поле, 700-800 метров, с другой стороны уже ВСУ стоит. С этой стороны наши, там 700 метров ВСУ. И, видимо, тоже с коптеров спалили и попали под минометный обстрел. Они еще бесшумно так падают, то есть там слышишь буквально в последние секунды этот небольшой свист, мы там все попадали, короче. Хамза Хазарат тоже, отец Виктор, там быстрее, потом в блиндаж забежали, там переждали эти обстрелы. А когда вышли, уже такие огромные куски вот этих осколков валялись кругом. Один вот я на память забрал себе, вот так у меня на работе лежит, как напоминание о том, что нужно быть всегда осторожным, там, с трезвой головой, с холодным разумом таким, чтобы быть, потому что, страх он должен быть, естественно, там это страшно, да, но страх, он такой здоровый страх, он который не тебя в оцепенение какое-то там сковывает, да, а именно подсказывает тебе, что вот Азат, там вот слишком опасно, давай лучше здесь сними, пусть у тебя не такой, говорит, взрывной будет материал, да, по крайней мере, у тебя будет материал. По крайней мере, ты будешь живой, да, сможешь его сделать. Да. И еще говорят о том, что вот если вообще журналисты, по идее, должны там в синем мундировании, да, так скажем, передвигаться, синие жилеты, которые характеризуют вас как журналистов, то сейчас вы надеваете также вместе со всеми что-то защитного цвета, потому что именно по синим жилетам как раз-таки прицельный огонь не открывают, да, и ведут охоту. Это на самом деле так, потому что журналисты, военные корреспонденты для ВСУ, это, наверное, даже первоочередная, более такая серьезная цель, потому что они знают, что мы правду доносим до жителей России, в моем случае, до жителей Башкортостана,
В синем, кстати, там ни разу не ходили, потому что когда выезжали, сразу сказали, никакой пресса нашивка, ну, нашивки прессы, Да, вот это, чтобы не было никаких обозначений. Либо по гражданке, либо вот что-то такое, ну, тоже не военизированное, там, не в камуфляже уж, просто какой-нибудь нейтральный, там, темно-зеленый, темно-коричневый какой-нибудь цвет такой. Но большой надписи пресс у нас там на касках, Лишний на раз лучше не бронежилетах не светиться. было. Нет, конечно, да. Азат, ну как раз вот когда были в последней командировке, январь-февраль, был один из сюжетов про работу танкового батальона имени Сергея Зорина. Давайте сейчас его посмотрим. Уже в расположении бойцы рассказывают, какие сложности им доставили дроны «Камикадзе» на других скрытых позициях. Мы идем как раз обратно. Нас четверо, идем, все нормалек. И тут так получилось, что Ребята, привыкшие просто уже. Азат, ну повторюсь, что вы это снимали в начале 2024 года, а первые командировки у тебя в зону СВО были в 2022. И тем не менее, на звук взрыва все равно такая реакция. К этому не привыкли? На самом деле к этому привыкаешь, если долгое время там находиться, допустим, больше там 2 недель, наверное, да, на передовой справишь, уже привыкаешь, уже, ну, там, различаешь выходы, различаешь прилеты. Вот этот данный случай, он как раз был, получается, можно сказать, в начале командировки нашей, вот после Нового года там поехали. И все равно здесь вот праздники провел, расслабился маленько, там, ну, уже к мирной жизни привыкаешь, и там уже как бы заново приходится привыкать, поэтому такая реакция была. Ну и, естественно, инстинкт самосохранения тоже, от этого никуда не денешься, там уже машинально все это перегибаешься, потому что осколки разлетаются на большое расстояние. А ребята как-то вроде как привыкли, они, по-моему, даже не шелохнулись, это мы уж там перепугались, да, естественно, да, перепугались. А ребята нормально рассказали нам о своих буднях, потом они там баню затопили, кстати, у нас, говорит, баня, да, пошли, говорит, там, откопали блиндаж, все, там, утеплили под баню, короче. Ну, то есть и бойцы охотно идут на интервью, да? Да, то есть мы же с ними, знаете, уже как бы не первый раз мы с ними в ноябре работали, в том году, ноябрь-декабрь, когда была командировка. Ну, состав съемочной бригады у вас устоявшийся. Эти ребята сразу согласились, кто вот с вами ездит? Да, сейчас вот уже именно моя бригада, это вот оператор Вадим Исламов, водитель Иван Шабрин, это ну, настолько проверенные ребята, потому что мы уже как бы не первый год с ними там работали. И ну, с Вадимом вообще изначально начал ездить. Иван вот чуть попозже присоединился, получается, в нашу команду. Но хочу сказать, что это надежные ребята. Я полностью могу им доверить, потому что Иван уже без навигатора там по Донбассу ездит. И просто говоришь, вот едем в Запорожье в такое-то подразделение, как будто там. Вот он такой, все, понял, выезжаем. Ну, понятно, дальнее расстояние, там по 500, по 600 километров, и надо приходится проезжать. Ну, спокойно проезжает. Но вот спокойно, без навигатора, сам ориентируется. Да, то есть да, насколько да. человек уже привык, Да, сколько да. месяцев, сколько командировок, это же вообще... Азат, герои одного из ваших специальных репортажей назвали вашу съемочную бригаду бесстрашными башкирами. Приятна такая характеристика? Ну, мне кажется, там все бесстрашные башкиры. Все, кто с нашей республики-то призывается, кто добровольно, получается, там служит, все бесстрашные башкиры. Их так все, кстати, и называют, потому что вот сколько ездили на блокпостах, встречаем там, допустим, из других регионов, многих ребят там, да, они такие, свой 102 башкиры, что ли. Я говорю, да, вот тут что, говорит, кругом башкиры, что ли? Говорит, то, говорит, фуры гуманитарные башкиры гоняют, ну, с башкирскими номерами, говорит. То, говорит, военнослужащие постоянно, говорит, с Башкирии попадаются. Говорит, ну, на самом деле, говорит, бесстрашно, говорит. Ну, а вообще в зону специальной военной операции вы ездите по какому-то графику? Или вот когда следующая вот командировка? Как такового графика нет, вот все зависит как бы от команды, от задач, которые нужно выполнять. Говорят, мы выезжаем, мы всегда готовы, как и наши ребята. Ну, микрофон и камера – это оружие журналиста, и благодаря твоим репортажам коллег, которые бывают в зоне СВО, люди здесь узнают о том, как там на самом деле обстоят дела, узнают о настоящих героях, о их подвигах. Поэтому спасибо тебе и коллегам за эту работу. И спасибо, что сегодня нашел время прийти к нам в студию. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.